Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружено в лесном массиве, расположенном в 10 километрах от села Тулагина. Мужчина 1989 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, в условиях низкой температуры около минус 50 градусов Цельсия у мужчины сломался автомобиль. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тело женщины обнаружили на месте пожара в Якутске. Пожар произошел в частном доме. По сообщению пресс-службы МЧС по региону, ночью 28 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Лизы Чайкиной в Якутске. Пожарное подразделение прибыло на место через 5 минут. В результате возгорания огнем поврежден частный дом по всей площади – 40 квадратных метров. На месте пожара обнаружили погибшую женщину 1955 года рождения. Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 28 человек личного состава и 5 единиц техники. На данный момент устанавливаются причины пожара, виновное лицо и ущерб. В Верхневилюйском районе девушка осуждена к 5 годам лишения свободы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 4 сентября девушка 1996 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, ехала по федеральной автомобильной дороге Вилюй на скорости не менее 70 км в час. Она не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя 2003 года рождения, сидевшая на заднем пассажирском сидении. Пожар произошел в здании ЦРБ в якутском селе Батагай Верхоянского района. По информации Государственного противопожарного надзора, возгорание зафиксировали 28 декабря в 13:25 по местному времени. На момент прибытия пожарного подразделения с кровли здания шел дым, сообщили в ведомстве. Отмечается, что в здании находилось 30 человек персонала учреждения, которые эвакуировались самостоятельно. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие строения на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – виновное лицо и ущерб устанавливаются. Житель Якутска подозревается в хищении 800 тысяч рублей у своей родственницы в Якутии. Пресс-служба МВД региона сообщает, что 26-летний безработный житель столицы республики является племянником потерпевшей. Зная о том, что пенсионерка собиралась приобрести недвижимость в Якутске, он вызвался подыскать ей недорогую квартиру. Затем злоумышленник сообщил, что подходящая квартира найдена в районе улицы Стадухина всего лишь за 800 тысяч рублей. Получив от родственницы деньги, мужчина приобрел себе машину. Через 3 месяца, ничего не дождавшись, женщина обратилась в полицию. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы. Ее члены обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков по сети интернет в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, с декабря 2018 по апрель 2020 трое безработных молодых жителей Якутска в качестве закладчиков совместно с неустановленными лицами по сети интернет распространили по тайникам в Якутске крупную партию наркотиков. Однако полностью их сбыть не успели ввиду задержания сотрудниками полиции. Закладчикам грозит срок до 20 лет. Также отмечается, что в отношении неустановленных поставщиков уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно. Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий в Якутске. Из частного дома местной жительницы были украдены ювелирные украшения и деньги. Общая сумма материального ущерба составила около 20 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастна 30-летняя родственница заявительницы. Как выяснилось, потерпевшая владеет 2 небольшими частными домами, расположенными на одном участке, в одном из которых она приютила свою родственницу. Заявительница хранила золотые ювелирные изделия и деньги в 5-литровой банке, которая стояла на видном месте в комнате, чем и воспользовалась злоумышленница. По словам подозреваемой, она планировала продать украшения, но не успела. Похищенное изъято, а в отношении родственницы возбуждено уголовное дело. Вынесен приговор Айсену Канабулову, жестоко убившему свою 19-летнюю девушку в Сунтарском районе Якутии. Об этом сообщает прокуратура региона. Он обвиняется в убийстве девушки с особой жестокостью. Отмечается, что уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено с участием коллегии из 8 присяжных заседателей. Напомним, что 18 марта в селе Сунтар Канабулов из чувства ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою девушку. Он бил ее кулаками, ногами, металлическими стульями и деревянной шваброй, а затем облил ее кипятком. От полученных травм девушка скончалась на месте. Психолого-психиатрической экспертизы Канабулов не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. В связи с чем на основании статьи 300 Уголовно-процессуального кодекса является вменяемым лицом и, соответственно, подлежит уголовной ответственности. Исходя из указанных обстоятельств, оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую на основании части 6 статьи 15 Уголовного кодекса отсутствует.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от него или применения отсрочки его отбывания нет. Также в силу тяжести совершенного преступления отсутствует основания для применения статьи 53.1, 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступление, совершенное подсудимым Конобуловым, является особо тяжким. Коллегия присяжных заседателей указала, еще раз повторюсь, что он не заслуживает снисхождения. С учетом личности подсудимого, тяжести совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказания обстоятельств, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на длительный срок с отбыванием в исправительном учреждении.